Правила дорожного движения обязаны знать все, независимо от того, ездите вы за рулем автомобиля или велосипеда. К сожалению, на практике мы видим обратное. Многие садятся за руль велосипеда, не зная правил. Приблизительно, процентов 80, да, или можно даже сказать больше, нарушают правила дорожного движения. То есть, опять же, основные пункты правил, где запрещается велосипедистам, опять же, они если посмотреть, то, опять же, каждый, можно сказать, нарушает правила дорожного движения и проезжает через пешеходный переход на велосипеде. Самое часто нарушаемое велосипедистами правило – запрет проезда пешеходного перехода на велосипеде. Прямой обязанностью велосипедиста является спешиться и пройти переход пешком. Кроме этого, в правилах дорожного движения указаны и многие другие правила, которые велосипедист должен знать. Например, велосипедисту нельзя поворачивать налево с дороги, на которой есть более одной полосы для движения в его направлении. И самое главное правило – ребенку, не достигшему 14-летнего возраста, категорически запрещается выезжать на проезжую часть на велосипеде, в том числе и на пешеходный переход. И прямая родительская обязанность, вручая детям велосипед, разъяснить им еще и ПДД. 11. 11 лет? Да. А со скольки лет можно на проезжей части кататься? Не знаю. И это, к сожалению, далеко не единичный случай, когда ребенок младше 14 лет выезжает на пешеходный переход в нарушение аж 3 пунктов ПДД. И, как показывает практика, это чревато трагичными последствиями. С начала года у нас на территории республики зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью. Из них в 16 дорожно-транспортных происшествиях различные травмы получили 15 детей. И уже на сегодняшний день один ребенок уже погиб. В стационаре детского отделения медцентра сейчас находится 3 детей с тяжелыми велотравмами. За лето у нас обращения увеличиваются за счет велосипедистов, самокатчиков. И их примерное поступление где-то на лето 200 детей. В день примерно с велотравмами к нам поступают около 10 детей. Травму в основном получают, когда катаются сами. Там бывают маленькие травмы, ушибы, ссадины. Тяжелые травмы получают в основном при ДТП. Руки ломают, позвоночники, травмы головы бывают и ноги. Выезжая на пешеходный переход на велосипеде, велосипедист рискует оказаться в слепой зоне. Особенно опасна для жизни людей слепая зона большегрузов. Велосипедистам и пешеходам важно понять, что в районе метра от большегруза это и есть та самая слепая зона, которую не видно водителю и которая очень опасна для велосипедистов и пешеходов. Вот так водитель большегруза видит дорожную обстановку, когда он находится внутри кабины. То есть, казалось бы, да, в зеркале мы не видим ничего, но на самом деле буквально в метре от автомобиля стоит с этой стороны велосипедист, а с той стороны целая патрульная машина ГИБДД. Но их не видно. Когда велосипедист или пешеход попадает в слепую зону, водитель попросту его не видит, а значит, в критической ситуации не сможет успеть затормозить. Между тем, подобные ситуации также прописаны в законах. Казалось бы, все просто. Водитель всегда виноват. И этот пункт прописан в ПДД. Но на самом деле тут тоже не все так просто, как кажется. Пункт 10.1 предусматривает ответственность водителей за превышение скорости, а также при несвоевременном обнаружении опасности, когда у водителя имел техническую возможность избежать столкновения, наезда на пешехода, на велосипедиста с учетом того, что он ранее заметил. Говоря простым языком, если совершается наезд на пешехода или велосипедиста, вина водителя определяется исходя из времени с момента обнаружения водителем опасности до фактической остановки и технической возможности автомобиля совершить эту остановку, то есть его тормозной путь в соответствии со скоростью движения и условиями видимости. Если пешеход либо велосипедист выбежал в неположенном месте, то по практике мы рассчитываем его расстояние удаления.
И при назначении экспертизы, получается, мы в исходных данных именно берем расстояние удаления к моменту обнаружения опасности именно для водителя. То есть, чем ближе к движущемуся автомобилю находится человек, резко оказавшийся на его пути, тем выше вероятность того, что водитель окажется не виноват в том, что не успел затормозить, потому что в этом случае будет отсутствовать состав преступления, и тогда водителя освободят от ответственности. И еще один нюанс, который часто путают те, кто не сдавал экзамен по ПДД. Они думают, что если на пешеходном переходе горит зеленый, то все водители должны остановиться и стоять. Но на самом деле это не так. У водителей тоже горит зеленый сигнал светофора, и они имеют право двигаться, если нет пешеходов. Когда водитель подъезжает к перекрестку, чтобы повернуть, он сбрасывает скорость для того, чтобы успеть увидеть и пропустить пешеходов, как предписывают ПДД. Но когда он видит, что пешеходов нет, он начинает обратно набирать скорость. И в этот момент велосипедист, посчитавший, что за 2 последних секунды зеленого сигнала светофора сможет проскочить, подвергает себя смертельной опасности. Сотрудники ГИБДД считают, что ввести правила дорожного движения в школьную программу и сдавать по ним итоговый экзамен было бы не просто полезным, но в перспективе спасло бы миллионы жизней. В новых требованиях правил дорожного движения у нас, к сожалению, нету пункта, который, опять же, полагал бы принятие экзаменов у велосипедистов. Ну, если бы, в принципе, такой бы пункт был бы, то у нас бы было бы гораздо меньше травмированных, ну и, опять же, погибших велосипедистов, ну и не только. То есть, опять же, данных участников дорожного движения у нас в статистике, в принципе, не было бы, можно сказать. Наша съемочная группа вышла на улицу, чтобы узнать мнение горожан по этому поводу. И оно оказалось единым. Я на самом деле правда считаю, что в школьную программу нужно ввести обязательно курс правил дорожного движения. Учителя, школа и родители должны совместно, общество совместно должны воспитывать в детях и обучать вот эти вот правила дорожного движения, чтобы максимально обезопасить движение в городе. Да, конечно, я думаю, это бы могло спасти очень много жизней на дорогах нашего города, да и вообще везде. В школьной программе была бы какая-нибудь учеба, тогда лучше было бы. Ну, мне кажется, надо, да. Было бы хорошо, если ПДД учили бы в школе. Конечно. Все-таки дети не знают, направо-налево не смотрят, правила не знают. Конечно, нужно вводить, чтобы знать. Надо, наверное. У нас в школе учили, автодело было. Внедрять правильное поведение на велосипеде нужно, конечно же, с детства. Единственный вариант – это вот в школах, в кружках, личным примером. В Якутске есть сообщество велосипедистов. В нем состоит около 50 человек. Ребята говорят, что соблюдение всех правил дорожного движения жизненно важно для велосипедиста. Мой велосипедный стаж составляет примерно 20 лет. Я катаюсь с 2003 года. И за это время не попадал ни в одну аварию, слава богу, так как я стараюсь соблюдать правила дорожного движения, в том числе и для велосипедистов. В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с велосипедами. Это в основном происходит из-за того, что велосипедисты крайне редко соблюдают правила дорожного движения, и основные из них – это переход по зебре. То есть вместо того, чтобы пешком пройти по зебре, ребята проезжают, мы это видим на каждом практически перекрестке, что категорически делать нельзя. Из-за нарушения этого правила происходят разные неприятные ситуации. Последние печальные события тоже произошли. Ребята стараются не просто соблюдать все правила дорожного движения, но и активно их пропагандировать. Недавно они провели акцию, на которой продемонстрировали, как надо правильно переходить дорогу велосипедисту. При этом они считают, что в первую очередь культура вождения велосипеда должна прививаться в семье. То есть, в первую очередь, эта культура вождения велосипедного должна исходить от родителей. Когда они видят, что взрослые делают правильно, взрослые правильно переходят дорогу, проезжают перекрестки, вот это вот будет лучший пример, и, глядя на взрослых, дети начнут соблюдать правила дорожного движения, и, мне кажется, к этому надо идти. Эта культура, она должна постепенно идти в массы. Если негласное правило для водителей звучит как «водитель всегда виноват», то для велосипедистов оно звучит иначе. Ваша жизнь в ваших руках.